21 апреля Национальная библиотека Республики Коми «Библионочь» позвала друзей библиотеки прокатиться на машине времени. В этот вечер к нам пришло очень много гостей, и всем нашлось чем заняться. Их ждало путешествие по разным эпохам. Здесь не столь давнее наше советское прошлое. Новая пионерская смена пионерлагеря Ленинка под бодрый бой барабана и громкие речевки идет в недра книгохранилища. 3, 4, раз, два, кто шагает, трудно в ящик. Пионерский наш отряд. 3, 4, раз, два. А эти ребята фотографируются на фоне Ленина. Не подскажете, как пройти в библиотеку? Все связано с темой библиотеки. Формуляр, молодец. Вот как рисуют на ребусе. Там было очень много игр. Игры для взрослых и для детей. Интеллектуальные, настольные, национальные. Вы бы смогли угадать литературное произведение, зашифрованное в смайликах? Нашим гостям это удалось. Он просто собирает, да? Действительно угадал. Ну и, конечно же, очень много книг. Книги для взрослых и детей. От Фанвизина до Чуковского. Книги читали, о книгах говорили, книги рассматривали. Машина времени продолжает свою работу, и мы оказываемся в старинной коми-деревне, плетем пояса и осваиваем блюда национальной кухни. Масло да точно не кладется. Укроп можно. Так, главное капуста. Соль, вода. Соль, вода. Капуста, соль, вода. Вот это все варится сначала, режется на большие кусочки, потом варится, а потом уже добавляем. А еще туда добавляем, чтобы немножко кисловато было, ржаной хлеб. На машине времени легко можно перенестись из прошлого в будущее и после коми-капусты попробовать настоящую космическую еду. Для детей, которые пришли с папами и мамами, тоже нашлись интересные занятия. Да ну где эта каша? Не очень. А вот теперь горшочек варит. Опа! Посмотрите, сколько у нас каши. В зале, где расцвело чудо-дерево, дети вместе с библиотекарями вспомнили всем известные стихи Корнея Чуковского и смогли поиграть в интересную игру. Машина времени переносит нас в эпоху Серебряного века. В укромном зале, скрытом от постороннего шума, звучат стихи Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Я дань платила песнями, я дань взымала кольцами. Ни ночки даром проспому, все в райском саду. Так как же, бабка, Господу, предстанешь на суду? Свистят скворцы в скворечнице, весна, глянь, бела. Скажу, противный, грешница, счастливая была. Наши авторы тоже читали свои поэтические произведения и нашли большой отклик в сердцах слушателей. Как послание на огне от тепла моего дыхания, от живущей любви во мне. Среди писем, стихов, бесстрочно появившись, как запах, звук, ты случишься. Я знаю точно, как весна, непременно. Вдруг. Но зрители и сами могли попробовать свои силы в сочинении стихов. Для них был проведен конкурс. Стихотворение на тему, которую я сейчас объявлю. Стихотворение где-то до 8 строк, не больше. А тема «Исповедь хулигана». Стихи можно было не только читать и слушать, их можно было сочинять, их можно было переводить. Вы знаете, что такое лимерик? Те, кто пришел на Библионочь в отдел иностранной литературы, знают.
А еще наши гости научились говорить спасибо на языках всех народов мира. Скандинавский язык. А это не Индия? Это да, это хинди. Это язык Индии. Анева. Спасибо. Ну и, конечно же, опять книги. Книги можно было взять с собой. Их можно было посмотреть, а еще узнать про них кое-что интересное. Перед вами книги 18 века. Посмотрите, как мы определили год издания книги. Кто-нибудь знает французский? Да. L'an deuxième de la République française. Второй год Французской республики. Французская республика была установлена после французской революции. А второй год этой республики это как раз 1793. А тем временем любители психологических игр учились играть в мафию. Ну а под конец вечера эффектное шоу для тех, кто любит погорячее.